преступления автоматически входят под надзор федерального ведомства. Большинство соседей Бута осуждены либо на несколько пожизненных сроков, либо на сроки от 15 до 25 лет. Станислав Бернвальд о буднях за американской решеткой. Далее 223. Гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке, которую освобождала американская коалиция, обсуждают по инициативе России в ООН. Сирийская дилемма: Вашингтону уйти или остаться? Это блеф или усталость? И на кого оставить беспокойное хозяйство? Американские журналисты побывали в Сирийской Думе. Дума есть, а вот химической атаки не было. Что увидели, коллеги? Авиабилеты за кордон подорожают. Надолго ли? Учиться за границей может стать политически некомфортно. Российские вузы ждут студентов-возвращенцев. Это «Вести в 23». Я Антон Степаненко. Здравствуйте. В эти часы в Совбезе ООН проходит очередное заседание. Повестка немалая. Среди тем предложенная Россией гуманитарная обстановка в сирийской Ракке, которую осенью как-то освобождала американская коалиция, а также ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Оба этих места на территории Сирии подконтрольны Соединенным Штатам. В Нью-Йорке работает мой коллега, ведущий программы «Вести в 23» Стас Натанзон. Он с нами на прямой связи. Стас, приветствую. Как проходит заседание? До города Ракки дошли? Да, здравствуйте, Антон. Заседание, посвященное брифинг, посвященный именно Раке, должен начаться примерно через полчаса. Его действительно созвала Россия. А докладчиком будет заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам. Именно к гуманитарным вопросам особое внимание сейчас вокруг Раки. После бомбежек, после авиаударов, которые наносили по этому городу Соединенные Штаты Америки и их союзники, ситуация в городе очень и очень сложная. Несколько дней назад российская Минобороны на брифинге говорила о том, что все еще очень много погибших остаются под завалами жилых домов. И это в том числе угрожает эпидемиологической обстановке в городе. Могут начаться болезни, массовые эпидемии, но разбор завалов тормозится. Эту тему практически не освещают западные средства массовой информации. Собственно говоря, именно поэтому Россия и созвала вот этот брифинг в Совбезе ООН, чтобы хоть как-то обратить внимание на эту тему. Конечно же, она для западных СМИ неприглядная, ведь оказывается, что под бомбежками американцев и их союзников погибло гораздо больше мирных жителей, чем об этом говорили в последнее время. Ну вот сегодня отчасти эта информационная блокада была прорвана. Агентство Рейтер написало большую статью как раз о том же самом, о чем говорила российская Минобороны, о том, что очень много погибших остаются под завалами. В статье приводятся цифры, несколько сотен человек уже под завалами найдены. Это в основном мирные жители, а не террористы, люди, погибшие под авиационными ударами. И от завалов очищена еще очень-очень малая часть города. Ну вот послушаем, что сегодня будет сказано на брифинге Совета Безопасности ООН. Возможно, это мероприятие хоть какое-то внимание к гуманитарной обстановке в Раке привлечет. И американцы вслед за бомбежками, которые они там устраивали, возможно, устроят и хотя бы какую-то гуманитарную операцию для того, чтобы помочь людям, которые там сейчас живут, в этом сирийском городе, явно в ужасной обстановке, в ужасных условиях. Антон. Спасибо, Стас Натанзон, ведущий программы «Вести в 23», был с нами на прямой связи из Нью-Йорка. И говоря о Раке, нельзя забывать о том, что десятки и десятки сирийцев стали беженцами, и сейчас этим людям просто физически некуда возвращаться. А в Думе российские военные обнаружили лабораторию боевиков, где производилось химоружие и хранились компоненты для его производства. В частности, среди найденного вещества, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта, а также баллон с хлором, аналогичным использованному боевиками для постановки фейкового сюжета о химатаке правительственных войск. Впрочем, к этим обстоятельствам на Западе вряд ли проявят интерес, но не укладываются они в их видение ситуации. Не захотели в Британии услышать и министра Сергея Лаврова.
Интервью с ним во время подготовки к эфиру претерпело серьезную политическую редактуру. Подробнее Павел Зарубин. Трудный или непростой разговор, как переводится название передачи, оказался трудным прежде всего для BBC. Настолько, что из более чем получасового интервью зрителям не показали практически треть. Хотя это очень важные фрагменты. От своих зрителей британская телекорпорация утаила, к примеру, вот такой диалог. Когда вы, министр иностранных дел Российской Федерации, утром просыпаетесь и читаете в Твиттере, что президент и верховный главнокомандующий США фактически угрожает вам и говорит: «Готовься, Россия, сейчас к вам прилетят наши хорошие, новые, умные ракеты». Что вы по этому поводу думаете? Я думаю по этому поводу, что президент США написал что-то в Твиттере. И как вы реагируете на его твиты? Как говорится, все познается на практике. Мы решили посмотреть, как эти новые, умные и хорошие ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, 2/3 ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты. Но западные СМИ рассказывают другое, о якобы блестяще проведенной операции. Правда, некоторые утечки все же заставляют задуматься, а так ли гладко все прошло. Издание «Таймс» написало, что Сирию должна была атаковать и британская подводная лодка, однако вместо этого ей пришлось постоянно менять свое местоположение. Британская ударная подводная лодка оказалась втянута в игру в кошки-мышки с российскими подлодками и военными кораблями. Охоту, как сообщается, возглавляли корабли проекта «Палтус», дислоцированные на российской военной базе в Тартусе. Британская подлодка не приняла участие в нанесении ударов. Свои действия в отношении независимой страны Великобритания называет легитимными. До чего подобные операции ранее довели Ирак и Ливию, Сергей Лавров в интервью напомнил, но этот фрагмент тоже вырезали, зато все журналистские передергивания в полном объеме. Вы говорили, что у вас есть неопровержимые доказательства того, что некая русофобская страна, имеется в виду Великобритания, работала совместно с белыми касками для того, чтобы инсценировать инцидент. Подождите секундочку. С чего вы решили, что я имел в виду Великобританию? Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал «государство, которое рвется быть в первых рядах русофобской кампании». Так что постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально. Хладнокровие Лаврова явно выводило журналиста из себя. Попытки перебивать и желание, не особо слушая собеседника, доказать свою правоту и по Сирии, и про отравление Скрипалей. Из 20 западных стран выслали более 100 российских дипломатов, потому что все считают виновной именно Россию. Если вы все-таки хотите говорить по существу, позвольте добавить следующее. В субботу мы представили документ с выводами Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице. Это одна из упомянутых вами 4 лабораторий, который действительно обнаружил высокую концентрацию А-234. Но помимо этого... Так вы доверяете ОЗХО или нет? Вопрос очень простой. Судя по всему, вы им не доверяете. Послушайте, для британца у вас ужасные манеры. Но и более высокопоставленные британцы в последнее время позволяют себе всякое. Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу, и министр иностранных дел Великобритании Джонсон уже сравнил его с тем, как Гитлер в 1936 году принимал Олимпийские игры в Берлине. В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии. Этот фрагмент и эту фотографию зрителям BBC, конечно же, не показали тоже. Хотя расчет явно был на эмоциональную реакцию Лаврова. Задеть, очевидно, хотели и темой санкций. Российский фондовый рынок очень сильно просел. Россию загнали в угол. Что ж, спасибо за сочувствие, но не переживайте, мы как-нибудь продержимся. Тем более, что политики в США снова не могут разобраться между собой. Так будут новые антироссийские санкции или нет? Американские телеканалы откровенно смеются над тем, что подчиненные Трампа заявляют что-то такое, чего сам президент еще и близко не одобрил. По всей видимости, он дал задний ход, не стал вводить новые экономические санкции. Постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что их объявят в понедельник. Как пишет Вашингтон-Пост, президент пришел в ярость из-за анонсирования. Санкции в отношении России будут одобрены в ближайшее время. Министр финансов объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Сейчас понедельник, и подобных заявлений не было. Очевидно, пока что эти меры отменены.
Кремль давно уже ничему не удивляется. В 20 веке санкции объявлялись 174 раза. Из них почти 110 вводились США. Это такая обыденная практика во внешней политике Соединенных Штатов, с которой мы не можем согласиться и которую считаем незаконной. У вас есть такое ощущение, что снова началась холодная война? По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена Холодной войны, потому что в те времена, по крайней мере, были каналы коммуникации, и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций. Лавров назвал лживыми заявления западных политиков о том, что санкции вводятся исключительно против крупных бизнесменов. Речь, на его взгляд, о желании наказать российский народ за итог президентских выборов. Павел Зарубин и Максим Щепилов. Вести. О своей, видимо, персональной победе над исламским квазигосударством Дональд Трамп объявлял аж несколько раз. То ли чтобы услышали все и прониклись, то ли убеждая себя самого. Было это осенью, вскоре после исхода боевиков из сирийской Раки, организованного под присмотром США. Формально Вашингтон добился той цели, которую, начиная сирийскую кампанию, ставил. Опять же, формально других оснований и дальше держать под 2000 солдат в этой арабской стране у Америки нет. Тем более, что пришли туда они сами по себе, без приглашения. И вот, будто торгуясь, набивая себе цену, Трамп заводит разговор о том, что солдату пора домой. И если кто-то заинтересован в обратном, то за американские услуги надо платить. Адресовано это послание в первую очередь монархиям залива, в одиночку сдерживать претензии Турции и Ирана на региональное господство селенок у них маловато. Один поход саудитов на Йемен чего стоит? Ни побед, ни удовлетворения. Финансовая подоплека американского маркетингового хода понятна. Клиентов шантажируют, чтобы был сговорчивее. Тем не менее, уже источники в администрации сообщают Wall Street Journal, будто бы американских военных в их зоне сирийской оккупации по задумке Трампа должны сменить арабские. Переговоры идут с Египтом, Саудовской Аравией и Эмиратами. Энтузиазма американская инициатива явно не вызвала. Уж больно хозяйство беспокойное. Северо-восток Сирии, отжатый у Дамаска американской креатурой, сирийскими демократическими силами во главе с курдским ополчением. До сих пор только американское присутствие сдерживает Анкару от того, чтобы не попытаться взять под контроль курдское приграничье, по примеру операции «Оливковая ветка» в кантоне Африн. Чего в сирийских планах Вашингтона больше – блефа, прагматизма или, может быть, усталости? Обсудим с руководителем Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимиром Фитиным. Владимир Павлович, гость нашей студии. Владимир Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, объявляя о том, что Соединенные Штаты подумают о том, чтобы вывести свой контингент из Сирии, господин Трамп блефует или набивает себе цену? Ведь все-таки он об этом говорит не один раз. Неспроста же. Ну, я думаю, прежде всего, это демонстрация отсутствия последовательной политики в отношении Сирии в американской администрации и разброду и шатания внутри этой администрации. Поскольку для чего иначе американцы, благодаря поддержке курдов, фактически зачистили северо-восток Сирии и вышли на основные нефтяные месторождения, захватив их. Для чего они создавали базу на юге в Ат-Танфе? Для чего они все это делали, чтобы вдруг неожиданно уйти? А кем заменить? Заменить арабскими монархиями? Но Саудовская Аравия не бездонная бочка. Как показали переговоры недавние кронпринца Мухаммеда бен Салмана в Соединенных Штатах, хоть Трамп и сказал, что Саудовская Аравия же богатая страна, надо делиться, и вспомнил о 350 миллиардах, которые он согласовал во время майского визита прошлого года в Эр-Рияд, плюс программа строительства 16 атомных электростанций в Саудовской Аравии на 90 миллиардов, плюс обещанные 40 миллиардов инвестиций в инфраструктуру американскую. То есть плюс в Саудовской Аравии война в Йемене, которая требует больших расходов. Владимир Павлович, а вот эти заявления Трампа можно рассматривать с точки зрения попытки расширить коалицию и разделить ответственность? Так ради бога, но кем заменить? Заменить-то неким.
А к чему тогда эти про заявления? саудовцев я сказал. Эмиратовцы заняты Йеменом и созданием инфраструктуры портовой и военной в регионе Красного моря. Что касается реальной армии, которая могла бы помочь, это египетская армия, но она занята уничтожением террористов у себя дома, на Синайском полуострове. Им просто не до того, чтобы распылять свои силы. Поэтому даже если бы какой-то контингент арабский, военный, вошел бы на северо-восток в район Дейр-эз-Зора, то начались бы столкновения с курдскими формированиями, поскольку суннитские племена их и так на дух не принимают. Владимир Павлович, мы на минуту прервемся, обсудим возможность замены американского контингента европейским. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что операцией в Сирии страна подтвердила статус политической и военной державы. Вот только остаться в Сирии один на один с сирийскими проблемами Париж вовсе не готов, как и Британия. Вместе с Вашингтоном за. А вот без старшего брата страшновато. Оправдано ли опасения Лондона и Парижа взять на себя ответственность за северо-восток Сирии? Расспросим главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского. Он с нами на прямой связи по скайпу. Виктор Иванович, добрый вечер. В военном плане чего опасаются Британия и Франция, когда речь заходит о том, что гипотетически они могли бы заменить Соединенные Штаты в Сирии? Ну, все очень просто. Дело неизбежно движется к тому, что правительство Асада и его союзники, в том числе по Астанинскому процессу, Россия, Турция, Иран, в обозримый период будут полностью контролировать ключевую территорию Сирии. Уже создано ядро при помощи российских военных советников сирийской армии нового типа. Боеспособный, оснащенный вооружением, способный самостоятельно решать задачи по обеспечению суверенитета страны. И неизбежно наступит тот период, когда станет вопрос о том, чтобы агрессоров, которые, вопреки международному праву, присутствуют на земле Сирии, выбрасывать с территории страны. Виктор Иванович, у Соединенных Штатов был опыт наземных операций в Ираке, Афганистане, Сирии. А что в багаже у Лондона и Парижа самостоятельного? И в чем сирийская специфика в этом плане для них? Ну, самостоятельно у них никаких опыта наступательных операций нет. Напомню, в Ливии они работали с воздуха и подразделениями специального назначения, сил специальных операций. В Югославии аналогично, они боев не вели, работали с воздуха, и затем миротворческие силы участвовали. Единственное, участие британского контингента – это в Ираке в 1991 году. Но, опять же, с тех пор утекло много времени. Британская армия совсем другая, если иметь в виду сухопутный контингент. Французская аналогично. Они не могут самостоятельно проводить крупные наземные наступательные операции. Я правильно понял, что Соединенным Штатам положиться в сирийской кампании не на кого? Ну, если на своих клоунов, значит, без всякого логического мышления и реалистичности, ну, честно говоря, такая поддержка им только во вред. Спасибо вам огромное. Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», был с нами на связи. А мы продолжаем с Владимиром Фитиным. Владимир Павлович, если бы на выборах победил не Дональд Трамп, а другой кандидат, неважно, республиканец, демократ или, может быть, на ваш взгляд, это определяющую роль играет, в сирийском вопросе России проще было бы выстраивать диалог с Белым домом? Ну, вы знаете, они могут различаться по многим аспектам. И критиковать друг друга, и беспрецедентная ситуация, которую мы видим, 1,5 года прошли после выборов президента, а давление на него продолжается с утроенной силой. Но в чем они едины, это в оголтелой русофобии. Поскольку мы помним, что кампания эта началась еще при президенте Обаме.
который обещал разорвать в клочья российскую экономику, поставить на колени Россию. И поэтому мадам Клинтон, которая могла его сменить, фактически продолжала бы ту же самую политику. Поэтому Все-таки такой жесткой конфронтации при Обаме не было, как сейчас. Ну, так постепенно она, наверное, к этому и пришла бы, поскольку мы же не выступали ни на сирийской площадке, ни на любых других, поскольку главная концепция элиты Соединенных Штатов, неоконсерваторов, это не допустить появления ни одной страны, которая приблизилась, хотя бы попыталась приблизиться к Соединенным Штатам по влиянию, мощи и авторитету в мире. Поэтому для этого делается все возможное, в том числе и сирийская площадка, одна из наиболее горячих точек столкновения наших интересов. На ваш взгляд, американцы оттуда не уйдут? Думаю, что нет. Спасибо вам огромное. Спасибо. Владимир Фитин, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ, был гостем нашей студии. Американские журналисты побывали в Сирийской Думе. Дума есть, а вот химической атаки не было. Что увидели коллеги, узнаем после рекламы. Не покупай машину. Купи путешествие на любой матч. Купи лучшие места. Купи флаг своей сборной. Купи Hyundai. Чемпионская серия Hyundai. Купи на особых условиях. Hyundai. Знаете, жизнь у нас одна. И я хочу прожить ее ярко. Я ненавижу рамки. Даже смартфон уже без рамок. За 13 990 новый Meizu M6s. Покупайте в Евросети. Такого ты еще не видел. World of Tanks 1.0. Играй, побеждай на танки.су. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Абсолютно новая Toyota Camry. Хочет она теперь хоромы, каких свет не видывал. Новостройку, что ли? А на Циане смотрел? Открой Циан, выбери надежного застройщика. И не останешься у разбитого корыта. Представляем новый Jaguar E-Pace. Изжога. Альмагеля бережно обволакивает стенки желудка и через 5 минут помогает справляться с изжогой и болью в желудке. Альмагель от изжоги и боли в желудке. Теперь и в пакетиках. Нести всегда Нести. Насладись освежающим вкусом бодрящего чая и спелых фруктов. И позволь себе немного отдохнуть от городской суеты. Нести всегда Нести. Представляем новый Genesis G70 с интеллектуальным полным приводом. Шаблоны больше не в моде. Новый Genesis G70. Genesis. Таких карт ты еще не видел. World of Tanks 1.0. Играй, побеждай на танки.су. Быстрый перекус – одна из причин изжоги и боли в желудке. А он требует самого бережного отношения. Альмагель А бережно обволакивает стенки желудка и через 5 минут помогает справляться с изжогой и болью в желудке. Альмагель от изжоги и боли в желудке. Знаете, жизнь у нас одна. И я
хочу прожить ее ярко. Я ненавижу рамки. Даже смартфон уже без рамок. За 13 990 новый Meizu M6s. Покупайте в Евросети. Я мог бы хвастаться перед соперниками своими достижениями, статусом, внешностью или размерами. Но у меня другие приоритеты. Каждый день я гарантирую своей семье максимальный комфорт и безопасность. Я семейный внедорожник «Шкода Кодиак». Теперь стал ближе. «Шкода Кодиак» — верные приоритеты. Вашингтон с союзниками за одну лишь неделю сумел сделать много. Установить, что в Сирийской Думе имела место химическая атака правительственных войск. Найти виновных, осудить, сколотить сборную и нанести удар возмездия. И все это без каких-либо достоверных подтверждений и фактов, основываясь лишь на сообщениях сомнительных активистов и сомнительных же роликах в социальных сетях. Долго ли, коротко ли, но до Думы после проволочек и с явным нежеланием инспекторы ОЗХО все же доехали. Будут работать, брать пробы на месте. А вот американская съемочная группа телеканала One American News Network оказалась проворнее. На месте выдуманной атаки побывала и с людьми поговорила. Сейчас у нас на связи мой коллега из Дамаска Евгений Поддубный. Евгений, приветствую. А удалось ли вам встретиться и пообщаться с Пирсом Шарпом? И какие другие иностранные западные журналисты сейчас работают в Дамаске и чем они там занимаются? Да, Антон, здравствуйте. Ну, действительно, заявление американского журналиста, который является сотрудником телеканала One American News Network, стало, ну, если не сенсацией, то наделало много шума. И именно потому, что мало кто ожидал от американских медиа такой объективной информации, что ли. Мы обратились к корреспонденту, который побывал в городе Дума. Я напомню, что российские журналисты там работали сразу после предполагаемой якобы химической атаки. Но вот иностранные журналисты там побывали впервые, а мы обратились к нашим коллегам, но уж, наверное, в силу занятости пока они не ответили. Будем надеяться, что поделятся с нами впечатлениями в ближайшее время. Вообще стоит сказать, что в Сирии традиционно неохотно работают западные журналисты. Вот наша съемочная группа здесь в общей сложности провела более, ну, наверное, 3 лет. И крайне редко мы встречались, особенно на передовой, с коллегами из западных медиа, особенно из крупных западных медиа. В основном иностранцы стараются освещать события в Сирии, находясь в Турции, например, или в Ливане, или в других сопредельных странах. В Сирию приезжают редко, Антон. Евгений, а сегодня было сообщение о том, что в Думе российские военные обнаружили подпольную лабораторию, химическую лабораторию боевиков. Что из себя представляет эта лаборатория, что там удалось военным обнаружить? Действительно, российские офицеры, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты побывали на месте, где располагалась лаборатория боевиков радикальных исламистских группировок и обнаружили, ну, не то что декорации, но реквизит для той постановки, что была организована в Думе и которую потом через социальные сети распространяли как якобы применение химического оружия, боевых отравляющих веществ Башаром Асадом. Что там было на месте? На месте побывала съемочная группа Александра Белибова, корреспондента ВГТРК. Вот он увидел, что это обычный подвал, где находится оборудование для производства химических веществ. В частности, военные говорят о том, что там могли производить иприт и хлор. Более того, был найден такой же баллон с хлором, который боевики показывали в тех роликах, что распространяли через социальные сети, как якобы тот снаряд, который используют правительственные силы. В общем, понятно, что провокацию готовили там. Более того, местные жители подтверждают, что боевики держали это место под особым контролем. Об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим, о чем рассказали специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. В ходе осмотра города Думы была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты обнаружены химические вещества, контролируемые Конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаруженные вещества
такие как тиадигликоль, диэтаноламин, необходимый для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ. Антон, но тут еще большой вопрос. Только ли для провокации использовали боевики эту лабораторию? Известны ряд фактов, когда радикальные исламисты применяли отравляющие вещества и наносили удары по позициям правительственных сил. Местные жители, люди, которые живут в Думе, подтвердили, что объект усиленно охранялся радикалами. Вот что рассказали они. Когда они здесь работали, они выгоняли всех местных жителей и никого сюда не пускали. Перекрывали целую улицу. В последнее время они выгоняли людей даже из мечети, которая находится рядом и в настоящее время уже разрушена. Ну вот напротив же свидетельств того, что в Думе были люди, которые поступали в больницы с симптомами отравления отравляющими веществами, вновь найдено не было. А в очередной раз были найдены свидетельства того, что боевики просто устроили провокацию. Вот что рассказали сотрудники больницы Думы. Это единственная больница, которая стала съемочной площадкой для вот организации «Белые каски», которые распространяли это видео. Вот что рассказал сотрудник больницы. В больницу зашли неизвестные люди в военной форме. Они тяжело дышали, кричали, что произошла химатака, и наводили панику. Врачи их осмотрели, и оказалось, что они больны обычной простудой. Их вылечили и отпустили домой. Кто и когда установил камеры, ни я, ни врачи не видели. Ну вот, Антон, если подводить итог по тем, что сегодня стало известно, это очередной пласт доказательств того, что предполагаемая химическая атака в Думе была инсценирована, но, как мы уже знаем, в Вашингтоне не стали разбираться, соответствует эта информация действительности или нет, а нанесли удар, основываясь лишь на данных из социальных сетей, к тому же, которые распространяют боевики радикальных исламистских группировок. Спасибо, Жень. Надеюсь, инспекторы ОЗХО не проедут мимо этой лаборатории. Евгений Подобный, военный корреспондент ВГТРК, был с нами на прямой связи из Дамаска. При обстреле Сирии американской военной сборной на 20 ракет «Томагавк» могло бы участвовать больше. Ровно столько собиралась выпустить британская подлодка «Астьют». Но пострелять ей не довелось. Банально помешали российские моряки, не пустив в заданный квадрат. Причем ни одно из международных правил поведения на море они не нарушили. И британцы это признали. Никаких жалоб так и не последовало. С подробностями Евгений Нипот. Гордость британского флота. Современная субмарина класса «Астьют» способна нести на борту несколько десятков ракет «Томагавк». Предназначены они в первую очередь для выполнения боевых патрульных миссий, миссий слежения за иностранными подводными лодками и, разумеется, для нанесения ударов по целям, в том числе и расположенных на берегу. Наряду с стратегическими подводными ракетоносцами класса «Венгард» подводные лодки класса «Астьют» составляют основу ударной мощи британского флота. Корабль должен был участвовать в массированном ударе по Сирии, но ему помешали российские подводники, которых поддерживали корабли и самолеты. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в Минобороны Британии. Подлодка британских ВМС, вооруженная крылатыми ракетами, преследовалась одной, возможно, двумя российскими субмаринами. Западные эксперты из-за тихого хода называют их «черными дырами». Из цепких объятий черных дыр, по сообщениям СМИ, несчастные британцы не могли вырваться несколько суток. Их, предположительно, преследовали российские субмарины проекта «Палтус» и «Варшавянка». Эти лодки предназначены для уничтожения, в первую очередь, атомных подводных стратегических лодок противника. Для этого эти подводные лодки строились. Почему? У них шумность равна практически шуму моря.
то есть где-то 45 до 50 децибел лодка, если она, скажем, на активном ходу, вот этот шум она производит. Бесшумные и опасные эти субмарины заставили британцев постоянно маневрировать, не давая встать на огневую позицию, оказывая психологическое давление на экипаж и капитана, который в итоге приказал ретироваться. Вообще, подлодки «Астьют» регулярно попадают в разные, порой курьезные ситуации. Были такие сведения, что и садилась на мыль. Было, как говорится, инциденты, что там португальские рыбаки ловили эту подводную лодку сетями. Были сведения о том, что подводная лодка, одна из этих подводных лодок, повреждала свою рубку, как говорится, неудачно поднырнув под сухогруз. Определенный злой рок преследует лодки этого типа. Преследует не только злой рок, но и наши подводники. Победа в такой дуэли, по словам экспертов, говорит о том, что российская сторона обладает мощнейшими средствами обнаружения, а субмарины в тандеме с авиацией и кораблями не оставляют шансов тем, кто намерен совершить агрессивные действия в адрес России и ее союзников. Евгений Нипот, Ольга Львухина. Вести. Что еще сегодня в новостях, узнаем у Антона Борисова. Антон, добрый вечер, вам слово. Да, Антон, здравствуйте. Ну, новостей сегодня, как обычно, много. И вот как раз продолжение темы. Есть такая информация. Христианские лидеры призвали политиков не допустить Третьей мировой войны. С таким заявлением выступили патриарх Кирилл, иерархи поместных православных церквей Ближнего Востока. Заявление было согласовано после переговоров по телефону, которые патриарх Кирилл провел с патриархами церквей Сирии, других православных церквей и папой римским Франциском. Но мы расскажем подробнее, что же говорится в этом документе. Сотрудники ФСБ обезвредили ячейку запрещенной в России группировки ИГИЛ. Ее участники планировали серию терактов в Ростовской области. Террористов было 3. Во время задержания один из них подорвал себя. По данным оперативников, боевики планировали теракты. У них нашли огнестрельное оружие и ручные гранаты. И уже известно, кому подчинялись экстремисты. Из Донбасса приходит сообщение о новых обстрелах. Украинские силовики опять нарушили перемирие. Открыли огонь по населенным пунктам и жизненно важным объектам народных республик. Попали в колонну автобусов, которые перевозили рабочих с Донецкой фильтровальной станции. Но, как сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, есть раненые. Руководство республики заявило, кстати, о планах консервации станции. Там из-за обстрелов очень опасно работать. И более 500 тысяч жителей по обе стороны от линии соприкосновения могут остаться из-за этого без воды. Но украинскую сторону это, похоже, не волнует. Сразу несколько новостных изданий на Украине сообщили тем временем. В США задержаны глава Украинского космического агентства Павел Дегтяренко и генконструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев. За ними пришли в штат Колорадо во время космического симпозиума. Обвинение – незаконная продажа проектной документации в Северную Корею. Но спустя несколько часов в Киеве и Минюсте США скупо сообщили, задержания не было, но опровергать визит следователей не стали. Ну а мы расскажем, что еще известно. Ну и вот такая необычная новость. В Амстердаме представили прототип машины для самоубийств. Это капсула, которая подключена к емкости с азотом. Изобретатель уверяет, что сделает процесс безболезненным. Самоубийца потеряет сознание и потом умрет. На выставке посетителям предлагали надеть очки виртуальной реальности, которые помогают представить себя на месте человека в капсуле. Ну, добавлю, что в Нидерландах разрешена эвтаназия. Ну а в нашем выпуске подробности, когда машину смерти обещают пустить в дело. Вот такие вот новости. Спасибо, Антон. А мы продолжаем. Умеют в Британии фантазировать. Сказывается, наверное, старая школа литераторов-фантастов. Герберт Уэллс, Конан Дойль. Современные от политики в плане полета мысли не отстают. В Великобритании вновь обвиняют Россию. На этот раз в подготовке масштабных кибератак. Все предложения Москвы о совместной работе программистов и налаживанию координации, как всегда, отвергаются. Почему, выяснял наш СОПКОР в Лондоне Александр Хабаров. Спецслужбы США и Великобритании обвиняют Россию в подготовке масштабных кибератак. Они утверждают, что российские хакеры интересуются не только правительственными учреждениями, но и простыми домовладельцами, проникая в домашние компьютерные сети. «Таймс» публикует мрачные прогнозы экспертов. Произошла атака, и эта атака может стать первой схваткой в битве, которая может привести к войне.
Киберхолодная война продолжается, и мы будем ждать реакции России в ближайшие дни. Мы должны приготовиться. В российском посольстве в Лондоне напомнили, что еще в декабре прошлого года, во время визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, британской стороне было предложено провести открытые консультации между специалистами двух стран в области кибербезопасности. Но эта инициатива так и осталась без ответа. То есть, с одной стороны, запускается такая истерика в прессе, а с другой стороны, британцы уходят от предметного разговора с нами конкретно на уровне специалистов. Активно обсуждается тема чуть ли не ответных ударов по отношению к России. Так вот, мы официально предложили британской стороне сделать заявление о том, что у них нет намерений осуществлять киберудары против нашей страны, исходя из, конечно, нашей политики и нашей позиции, из того, что мы никому не угрожаем и никаких ударов, естественно, с нашей стороны не будет. Стоит напомнить, что угрозы кибернападения на Россию в британском парламенте были озвучены еще месяц назад, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Обвинения в адрес России из США и Великобритании выглядят странно, особенно если вспомнить разоблачение бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который рассказал о системе глобального контроля над коммуникациями, созданной британскими и американскими спецслужбами. Чего только стоит один проект «Призм», который позволяет перехватывать свыше 1,5 миллиардов электронных сообщений и телефонных разговоров ежедневно. О возможностях британских и американских специалистов говорит непрекращающийся скандал вокруг английской компании Cambridge Analytica, которая отслеживала миллионы пользователей Facebook. В Великобритании, так же как и в США, этой компании приписывают магическое влияние на избирателей, которые в Соединенном Королевстве в итоге проголосовали за Брексит. Руководители компаний, в том числе и бывшие, теперь регулярные ответчики на слушаниях в парламентских комитетах. Меня никогда не допускали до полноценной картины деятельности компании. Очевидно, причиной этому были факты, которые скрылись сейчас. В британском правительстве сейчас запущен механизм по запугиванию всех агрессивной России. Поэтому на фоне таких крупных провокаций, как в Солсбери, вполне годятся информационные поводы и поменьше. Но за удары по Сирии британскому правительству уже приходится отвечать. В парламенте второй день идут жесткие дебаты. Пусть никто здесь не сомневается, что ни я, ни правительство не получаем инструкции от какого-либо президента или от правительства другой страны. Мы всегда действуем в национальных интересах, как мы их понимаем. По логике Мэй, национальным интересам Великобритании сегодня отвечают пуски крылатых ракет по территории другого суверенного государства, без санкций Совета Безопасности ООН. В Лондоне удар называют ограниченным. Никто при этом не задается вопросом, каким человеческим жертвам и разрушениям в Сирии могло привести это нападение, если бы не сработало сирийское ПВО, и до целей долетела вся сотня выпущенных по этой стране ракет. Александр Хабаров, Илья Мордюков, Вести, Великобритания. Авиабилеты за кордон подорожают. Надолго ли? Обсудим сразу после рекламы. Бесплатно и безлимитно всегда и в ясный день, и в ненастье. Живи в унисон, подключай мегафон, и будет тебе счастье. Безлимитная музыка ВКонтакте на тарифе «Включайся, слушай». Мегафон. Начинается с тебя. Отборные с морской солью. Семечки от атамана. Мир ценит качество. Чак, ты рассеянный, когда голодный. Съешь сникерс. Лучше? Лучше. Ты не ты, когда голоден. Не тормози. Сникерсни. Красивые ножки – ваша гордость. Леотон для здоровья и красоты ваших ног. Бритье – это просто песня со стиком Nivea Men. Чик-чик, и все. Первый стик для бритья тела Nivea Men. Просто невероятно. Чехи говорят, пропускать хорошечно. Только если пропускаешь по бутылочке. С дружек. Гус-гус, гус-гус. Жатецкий гусь не алкогольная. Каждый день хорошечно.
Альфа Капитал. Делаем больше. Сделай больше онлайн. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Покупайте безопаснее. Авито Авто совместно с сервисом Автотека. Додо Пицца. Есть то, что нас объединяет. Скачай приложение, получи пиццу в подарок. Даже при экстремально высоких температурах продли срок службы двигателя. Total Quartz с технологией защиты от износа. Все, что вы увидите в этом рекламном... Кто не успел, придется заплатить за авиабилеты дороже. Уже с завтрашнего дня перелет за рубеж подорожает для россиян на 6-7%. Связано это с пересчетом курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции, а корректируются цены как раз в ночь со вторника на среду. Из-за этого курс вырастет до 62,5 рублей за доллар и 77 рублей за евро. Вырастет, по крайней мере, на всю следующую неделю, до следующей среды. Может быть. Какие тенденции сейчас в туриндустрии накануне летнего сезона? Расспросим пиар-менеджера онлайн-сервиса по продаже билетов One to Trip Алексея Белоусова. Он с нами на прямой связи. Алексей, добрый вечер. Подорожание временное, я так понимаю, и через неделю цены могут подешеветь. Что скажете? Стоит подождать с покупкой билетов? Да, вы правы. Вот эта особенность рынка авиаперевозок, связанная с тем, что курс валют пересчитывается раз в неделю, она может играть как на руку путешественникам, так и в каком-то смысле против них. И если на прошлой неделе мы видели, что курс ИАТА был ниже курса Центрального банка, то получается, что со следующей среды он будет чуть-чуть выше, и ситуация поменяется. Соответственно, ждать или не ждать зависит в первую очередь от того, на какое время вылета вы планируете приобретать билеты. Если это, например, осень, то вполне можно подождать и дождаться снижения курса. Если же вы покупаете билеты на майские праздники, май, начало лета, то, скорее всего, ждать не стоит, потому что они могут подорожать просто из-за того, что свободных мест станет меньше. Высокий сезон не за горами. А какие тенденции вы отмечаете? Международная политика вносит коррективы? Если мы возьмем период с мая по сентябрь и посмотрим, какие направления пользуются спросом у самостоятельных путешественников, то мы увидим, что состав топ-15 стран и в этом году, и в прошлом году он одинаковый. Единственное изменение, которое произошли, это то, что в этом топе выросли позиции, улучшили свои позиции Турция по понятным причинам и Грузия. Что касается внешней политики, то пока каких-то выводов конкретных делать рано, потому что, например, Соединенные Штаты Америки и Великобритания всегда были популярными у наших путешественников, и они всегда входили в этот топ-15. Собственно, как они в нем в прошлом году были, так они в нем в 2018 году и остались. А что можно сказать об объеме продаж, покупок? Меньше, больше? Нет, он больше, он существенно больше по сравнению с прошлым годом. Там речь идет о нескольких десятках процентах прироста. И нам кажется, что если ничего экстраординарного в экономике и во внешней политике не произойдет, то по итогам этого года туристическая отрасль вновь существенно улучшит свои количественные показатели. Алексей, а что можно сказать о внутреннем туризме? Мы недавно проводили опрос, как раз тоже заинтересовавшись темой высокого курса валют, и мы спросили российских путешественников, пользователей сервиса, о том, как они предпочтут провести свой отпуск, если откажутся от поездки за границу в 2018 году. И 60% человек сказали, что они проведут его в России. То есть, на наш взгляд, это говорит о том, что интерес к внутреннему туризму высок вне зависимости от новых экономических и политических факторов. И плюс к этому он может быть подогрет еще вот теми событиями, которые мы наблюдаем в последние дни, в последние недели. Спасибо вам большое. Пиар-менеджер онлайн-сервиса по продаже билетов One to Trip Алексей Белоусов был с нами на прямой связи.
Федеральное агентство Россотрудничества озаботилось судьбой студентов, которые сейчас учатся в странах, проявляющих недружественное отношение к России. Речь в первую очередь идет о Великобритании. Ну, мало ли, какие идеи появятся там в отношении российских студентов. Поэтому зачем ждать, когда что-то неприятное случится? Россотрудничество предлагает вернуться на родину. Например, возвращенцы из Англии могут доучиться МГИМО. Обещают, что процесс перевода в российский вуз будет сделан максимально удобно, без бюрократической волокиты для студентов. О деталях этой программы и от каких угроз Россотрудничество пытается спасти студентов поговорим с начальником управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Ольгой Евко. Она с нами на прямой связи. Ольга Олеговна, добрый вечер. Из-за чего появилась такая программа? Угрозы реальные или гипотетические? Спасибо большое. На самом деле, если посмотреть на функционал, которым занимается Россотрудничество, да, вы увидите, что мы занимаемся проблематикой соотечественников с самого момента его основания и также содействуем поступлению в российские вузы ребятам, которые находятся за рубежом. Это касается как иностранных студентов, так и наших соотечественников. Сейчас мы, скажем так, провели только пресс-конференцию, которая была вчера, именно с целью того, чтобы показать, какие еще возможности есть на территории Российской Федерации для ребят, которые могут почувствовать себя некомфортно, находясь за рубежом. Это вопросы и обучения, да, то есть на разных этапах, это бакалавриат, магистратура, аспирантура, и возможности стажировки в крупнейших российских компаниях или не крупнейших, например, наукоемких, да, производствах, с дальнейшим трудоустройством. Но все-таки отправная точка, я так понимаю, этой программы то, что сейчас мы наблюдаем в Европе, да, волна русофобии. Мы ее видим не только в Европе, да, давайте будем откровенными. Здесь мы скорее говорим именно о защите наших граждан, проживающих за рубежом, да, и мы хотим дать им понять, что в России есть возможности, которые готовы удовлетворить их. Речь о конкретных угрозах идет, либо пока вы предполагаете, что таким образом ситуация может развиваться с нашими российскими студентами, которые сейчас обучаются за рубежом? Мы получаем сигналы касательно того, что есть риски у наших соотечественников. Какие-то конкретные истории, я думаю, если они появятся, мы, безусловно, с вами поделимся. Да? Если ребята сами пожелают это сделать, это все-таки личные, персональные данные, да, и не каждый бы хотел выносить свою историю в паблик. Ольга Олеговна, а сколько студентов Россия готова принять и в какие вузы по этой программе? Смотрите, наверное, программа – это слишком такое широкое понятие, да, мы скорее говорим о возможностях. Мы не ограничиваем ни количествами квот, да, потому что, например, есть какие-то правительственные квоты для иностранцев. Здесь речь не идет о каком-то квотировании, здесь не идет речь о каком-то закрытом списке специальностей, да, хотя, безусловно, приоритеты, которые у нас зафиксированы в программе «Цифровая экономика», они для нас имеют особое значение. И мы не говорим о закрытом списке вузов. Да? То есть здесь мы будем устраивать индивидуальную персональную траекторию для каждого обратившегося к нам с тем, чтобы понять, в какой ситуации он находится в данный момент, какие трудности он испытывает и какие возможности, которые имеются в России, ему подходят в настоящее время. Ольга Олеговна, а кто-то уже обратился по поводу возвращения? Да, за сегодняшний день на самом деле было большое количество обращений в соцсетях и даже как-то находят личные контакты, звонят наши соотечественники, спрашивают. И не только из Великобритании. А какая география? Европа, постсоветское пространство, есть заявки из Азии. Про США не могу сказать, у них еще не начался рабочий день. В какие сроки эти заявки будут рассматриваться? Все зависит именно от ситуации, в которой находится заявляющийся, да, потому что одно дело, когда это там аспирантура или это, например, поиск работы, потому что здесь приемная кампания, она немножечко сдвинута по срокам, да, а если про трудоустройство или стажировки, то здесь уже персональный диалог именно с конкретным работодателем. А если мы говорим про бакалавриат и магистратуру, то вполне в летнюю как раз экзаменационную кампанию ребята могут. Спасибо вам огромное. Начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко была с нами на связи.
выглядит задумка вроде вполне себе разумная. И то правда, зачем судьбу испытывать, когда русофобия в Европе нынче в политическом тренде? А с другой стороны, ну вернешься, отучишься, и потом не пожалеть бы, что панике поддался. Это были «Вести в 23». Я Антон Степаненко. Всего вам доброго. Все даже лучше, чем мы думали. Новые ватутинки. Квартиры с отделкой под ключ. В колбасе все должно быть прекрасно. Мясницкий ряд. Безупречный вкус. Это обычный магазин инструментов. А это 50 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, болгарка Рьоби всего за 1990. Нужен инструмент? Заходи на все инструменты.ру. Папа работает 24/7. Плюс 2 часа на пробке, минус короткий сон и завтрак на ходу. Как сделать так, чтобы папа был рядом? Инвестируйте в апартаменты ЕС и зарабатывайте на аренде. Апарт-отель ЕС «Ботанический сад». Уникальное расположение, современная архитектура и эксклюзивный дизайн. Со всем необходимым для жизни. Теперь нам надо все умножить? Нам просто нужно умно жить. Клиника Кивач. Расширенная диагностика и очищение организма. Снижение веса. Гарантированный результат. Кивач. Лучшая детокс и антивозрастная клиника. Kivaч.ru. Мы найдем твой барабан. Да? Тут нет. И тут. А тут? Здесь точно нет. Нет? Нет. Барабан. Ну, потерялся. Да, потерялся. Компания IKEA знает, чего вам стоит сохранить покой в доме. Сладкий Чайковский есть в совпадениях, в радостных встречах и ярких мгновениях. Сахар Чайковский для чая, для кофе и хорошего настроения. Ну вот, смотрите, потолки здесь очень высокие. Магазины, метро, все рядом. А101. Квартиры в живых районах с лесом от 2 миллионов 800 тысяч рублей. 223-5353. Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24», и приглашаю вас на наш новый выпуск авторской программы «Бесогон ТВ». Называться она будет «Сколько должно еще сгореть людей?». Это важный вопрос. Я жду вас.
прямо сейчас прямая трансляция Совета Безопасности ООН. Речь там идет о ситуации в Сирии. Некоторые делегации постоянно призывают нас отчитаться в Совете о выполнении резолюции 2401. Извольте. Вуаля. В русле выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности Россия в координации с правительством Сирии предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население. В результате длительных и напряженных переговоров непримиримые боевики были вывезены из этого района. Предотвращено кровопролитие. В настоящее время идет процесс возвращения эвакуированного населения. Вернулись уже около 60 тысяч человек. Ситуация в Восточной Гуте в целом стабильная. Для поддержания правопорядка, недопущения провокаций, защиты гражданского населения и оказания